уголовный суд Турции не имеет права на своей территории, не имеет права отменять доверенность. Сделали запрос в нотариальную палату, вы знаете, то, что ведется электронный регистр, и нам ответили, что по сей день данная доверенность не отменялась и не аннулировалась. Получается игнорирование фактов, которые имеются в деле. И получается поддержка только одной стороны истца. 6 лет рассматривается это гражданское дело по признанию иска, признанию договора сделки недействительной по иску турецкой компании. При этом дело дважды рассматривалось Верховным судом и дважды возвращалось на новое рассмотрение. И суд выносит заочное решение. Что такое заочное решение? В отсутствие одной стороны. То есть фактически представители Ару Джилдыз, они не участвовали в судебном заседании, их мнение не было услышано, и суд выносит такое решение спокойно. Дело, как рассматривается 6 лет, буквально за одно заседание спокойно разрешается, выносится решение. Дело в том, что первый судья, который рассматривал дело, ему был заявлен, он заявил самоотвод, вторая судья, которая непосредственно рассматривала, там порядка, если не память, несколько томов, да, 6 или 10 томов, там буквально за пару дней. Я не знаю, каким надо быть сверхчеловеком, чтобы это все изучить. Представители истцов говорят о том, что якобы там эти документы апостилированы, там решение в Турции есть, однако они не смогли этого представить. Они даже элементарные доказательства по бухгалтерии не могут представить о том, что им причинен какой-либо ущерб. Бүгүн 25-июль Бишкектеги ВФА соода борборуна ээлик кылуу боюнча кыргыз ишкер менен түрк компаниясынын ортосундагы мүлк талаш жаңы айлампага чыгып, кезектеги сот отуруму өткөнү турат. Үстүбүздөгү жылдын май айында 1-май соту кезектеги сот отурумун экинчи тарап Ару Джилдыз жоопкерчилиги чектелген коомунун катышуусусуз өткөрүп, түркиялык Өзгүн иншаат компаниясынын пайдасына чечкен. Ошондой эле Ару Джилдыз компаниясынын айтымында сот 12-майда өтсө, 15-майда гана кат түрүндө сот отурумуна чакыруу алышкан. Бул себептен ВФА соода борборунун азыркы ээси Бишкек шаардык сотуна өкүмгө даттануу жолдогон. Здесь такой момент, я извиняюсь, добавлю. Это мнение выступающего, представляющего какие-то доказательства во время суда. Мы все-таки должны обращаться к результативной части ее, где у нас в решении конкретно прописывается, что конкретно необходимо сделать или кто виновен. То в данном случае мы этого не видим, этого нет, они не смогли этого представить. Второе, очень важное, это очень важный нюанс, извиняюсь, это все-таки уголовный суд Турции не имеет права на своей территории, не имеет права отменять доверенность. Только Верховный суд или же непосредственно персона, которая, или же акционерное общество, которое выдало доверенность, в гражданском порядке должны отменить. То есть пойти в нотариус или же подать иск и отменить его. В данном случае мы запросили 17 текущего месяца, сделали запрос в нотариальную палату, вы знаете, то, что ведется электронный регистр, и нам ответили, что по сей день данная доверенность не отменялась и не аннулировалась. Касательно, да, здесь еще хотелось бы добавить, очень яркий пример. На предыдущем заседании мы задали вопрос касательно того, что было ли уведомление нашей стороны. Как уже говорили ранее, 15 числа только уведомление пришло, а телефонограмма вообще не приходила. То есть суд прошел 12 числа. Вместе с тем мы параллельно спросили, можно ли задать, и попросили разрешения у суда, можно ли задать истцам данный вопрос. Было ли у них уведомление? Они также ответили, что письменного уведомления не было. Они ничего не получали. На вопрос, телефонограмма была, они также ответили, нет. Но мы случайно позвонили секретарю и узнали, что завтра процесс. Вы представляете, мы случайно позвонили. А второй представитель истца говорит о том, что я случайно позвонил первому. То есть, насколько это абсурдно звучит, это уже даже страшно представить. А теперь представьте, опять-таки не будем называть имена, но обратимся к районному суду, Первомайскому. 6 лет, как ранее говорилось, 6 лет рассматривалось данное дело. Дважды возвращалось с Верховного суда с конкретными требованиями в отношении истца. У нас есть судья, как знаете, Гордиев узел.
Он висел, пришел Александр Македонский и просто его разрубил, когда ему предложили просто распутать этот узел. У нас, значит, есть такие судьи, которые в силу, наверное, компетентности, здесь в данном случае, они могли это просто разрубить и сказать, нет, это я вот вижу так. Это тоже неправильно. То есть мы опять-таки возвращаемся к тому, что все-таки судебная система, она должна показывать. Это в первую очередь та самая связь между государством и народом. Бишкектеги ВФА соода борборун туркиялык өзгөн иншаат Тахютве тижарет компаниясы 2006 жылы курган. Бирок 2016 жылы февраль айында Аруу Жылдыз жоопкерчилиги чектелген коому менен өзгөн иншаат компаниясы мүлктү ага өткөрүп, уставдык капиталын түзүү боюнча бүтүмгө келишкен. Ошол жылы июль айында Түркияда төңкөрүш аракети болгону жарыяланып, Гүлен кыймылына таандык ишкерлердин мүлкү түрк бийлигине өткөрүлө баштаган. Алардын катарында 2016 жылы август айында өзгөн иншаат акционердик коому да улутташтырылган. Ал эми түрк мамлекетине караштуу болуп калган ал ишкана Бишкектеги ВФА соода борбору компаниянын курамынан мыйзамсыз чыгарылган деген негиз менен Аруу Жылдыз жоопкерчилиги чектелген коомун сотко берген. В первую очередь хотелось бы поставить такой, наверное, большой акцент на, как бы это громко ни звучало, на независимости. Все-таки мы находимся на территории независимого государства Кыргызстан. И одна из ее черт этой независимости – это все-таки судебно-исполнительная система, которая должна быть по своей сути независимая. То есть она не должна быть независима от каких-то мнений, каких-либо экономик внешних, внутренних, ну и, соответственно, от той вертикали власти, которая у нас выстроилась. Потому что судебная система регулирует правоотношения между народом. То есть народ в первую очередь должен быть уверен в судебной системе, которая будет его защищать в дальнейшем. Что я хотел бы сказать по данному делу? Я, наверное, начну, мой коллега Нурлыбек продолжит. В первую очередь АО, которая образовалась на территории Турции с филиалом на территории Кыргызстана, подает иск о признании сделки недействительной на основании решения уголовного суда, где ни слова не сказано о доверенности, а это целая большая процедура, которая касается понятия доверенности на территории Турции, ее отмены, аннулирование, ну и, соответственно, вообще принятие как доказательства на территории Кыргызстана. Как говорили мы уже, то, что это все-таки независимое государство со своими законами, которые должны быть исполнены, вне зависимости, какая страна требует или просит, или подает иск. Нурике, можете, да, продолжить? Я продолжу, да, давайте мы не будем сюда, да? Так, вообще слышно нормально, да? Ну, я, конечно, не буду входить в плоскость чисто юридической беседы, потому что это, наверное, не совсем будет интересно для ваших зрителей. Мы, наверное, расскажем так, что нас удивило вообще, в чем абсурд этой ситуации. Дело в том, что это дело судебное, длится на протяжении уже 6 лет. 6 лет рассматривается это гражданское дело по признанию договора сделки недействительной по иску турецкой компании. При этом дело дважды рассматривалось Верховным судом и дважды возвращалось на новое рассмотрение. И до сих пор в течение 6 лет никто не может в этом деле поставить нормальную окончательную точку. Ну, например, что я могу вам сказать? Возвращая дело на новое рассмотрение, Верховный суд указывает, да, какие нужно недостатки устранить нижестоящим судом. Но сейчас мы видим то, что, я не буду называть фамилии судей, дело, которое рассматривалось 6 лет, и я вам скажу то, что цена иска, то есть мы когда говорим о стоимости имущества, которое рассматривается в рамках спора, по предварительным оценкам это несколько десятков миллионов долларов. Это по меркам любой страны просто невероятная сумма. И суд выносит заочное решение. Что такое заочное решение? В отсутствие одной стороны. То есть фактически представители Аруу Жылдыз, они не участвовали в судебном заседании, их мнение не было услышано, и суд выносит такое решение спокойно. Я, конечно, поражаюсь квалификации судей, надеюсь, они очень высококлассные юристы, потому что дело, которое рассматривается 6 лет, буквально за одно заседание спокойно разрешается, выносится решение. Дело в том, что первый судья, который рассматривал дело, ему был заявлен, он заявил самоотвод,
вторая судья, которая непосредственно рассматривала, там порядка, если мне память, несколько томов, да, 6 или? 10 томов, там буквально за пару дней. Я не знаю, каким надо быть сверхчеловеком, чтобы это все изучить. Ну, конечно, очень много вопросов там касательно уголовной, например, плоскости. Да, сейчас у нас обычно бывает в странах постсоветского пространства, когда чисто споры предпринимательские, бизнес-сфере затрагивается какая-то уголовная сфера. Но мы все исчерпывающие факты привели, то, что на территории Кыргызской республики уголовное преследование прекращено, нет состава преступления, да и вообще как такового спора нет. В чем вопрос основной сейчас заключается? В вопросах юрисдикции. Турция самостоятельная страна, Кыргызстан самостоятельная независимая страна. Пока какие-либо юридические процедуры не пройдут в Турецкой республике по признанию, к примеру, там, каменем преткновения является вот эта злополучная доверенность, и пока ее там на территории Турции не признают недействительной, и все эти юридические процедуры не будут соблюдены, здесь говорить в Кыргызстане я не вижу даже речи, чтобы об этом мы говорили. Конечно, всех обстоятельств дела мы в силу нашей профессиональной этики не можем рассказать и раскрыть. Ну, поведение, например, противоположной стороны, опять же, мы вкратце можем отметить, но это, конечно, оставляет желать лучшего. Что касается доказательной базы, на которой выносится решение, там, конечно, должны были быть финансовые документы иностранной компании. Но они, к сожалению, опять же, то есть суд указывает, Верховный суд Кыргызской республики указывал запросить документы, они так до сих пор не запрошены. Если мы не знаем, какое решение состоится, мы не можем за суд решать, но если оно состоится, в любом случае оно пойдет в Верховный суд. Неважно, мы обжалуем или та сторона обжалует, но тот вопрос, который Верховный суд ставил перед нижестоящим судом, до сих пор не разрешен. Он снова придет туда. Ару Жылдыз жоопкерчилиги чектелген коомдун өкүлү Султан Алыбаев соода борборун ак ниет аларман катары сатып алганына карабастан азыр иш жүзүндө аны менен Түркия тарап соттошуп тартып алуу аракети жүрүп жатканын билдирди. Я бы хотел добавить несколько слов относительно того, что уже было сказано. Дело в том, что, как мои коллеги заметили, 12 мая 2023 года Первомайский суд вынес решение о том, чтобы удовлетворить исковые требования акционерного общества «Өзгөн Тахюдве Тижарит» и признать сделки недействительными, которые были непосредственно проведены в рамках закона и заключены в 2016 году. Таким образом, Первомайский суд в своем решении проигнорировал все требования Верховного суда о том, что нужно исследовать определенные доказательства, установить факты, подтверждающие документы, запросить у турецкой стороны. И все это было сделано тогда, когда на заседание не были приглашены представители ОСО «Ару Жылдыз». В этом основная проблема, что суд Первомайский в отсутствии ответчика по данному делу, в отсутствии третьего лица, частного нотариуса, который осуществлял заверение данных сделок, самостоятельно, в одностороннем порядке, можно сказать, однобоко, вынес решение на основании заявления истца. То есть, особо не разбираясь, на основании исковых требований и заслушав в рамках процесса представителя истца, просто вынес решение, удовлетворив их исковые требования. На наш взгляд, это абсолютно незаконное решение, потому что ОСО «Ару Жылдыз» получил уведомление о процессе 15 мая. По почте есть соответствующие доказательства, есть отметки в журналах регистрации почтовой службы о том, что ОСО «Ару Жылдыз» получил уведомление о назначении процесса 15 мая 2023 года. А заседание состоялось 12 мая, то есть спустя 3 дня после решения суда. Таким образом, возникает вопрос, насколько выгодно было суду заслушать только мнение одной стороны по данному делу и быстро вынести решение по данному делу. Что это? Либо это, я не знаю, это некомпетентность судьи, либо это, может быть, давление сверху на судью, либо это какая-то заинтересованность еще третьих лиц, возможно, там, со стороны турецкой там, дипломатии. Пока мы сейчас точно утверждать не можем, но в воздухе висит этот вопрос. И, соответственно, «Ару Жылдыз» пришлось в стремительном порядке обжаловать это решение, однако мы пришли в суд и
сейчас у нас процесс идет в Бишкекском городском суде, мы видим о том, что судьи как-то интересно настроены против ответчика, то есть нас, Осуару Джилдыз. И это видно невооруженным взглядом, потому что на заседании все ходатайства и представленные доказательства, которые есть в рамках дела, по сути игнорируются. Причем это делается настолько открыто, и для нас это тоже, понимаете, как вызывает такое недоумение. Почему это все со стороны судебной системы, которая признана быть нейтральной в спорах между юридическими лицами, идет открытое, получается, игнорирование фактов, которые имеются в деле. И получается поддержка только одной стороны, истца, то есть турецкой компании. Хотя мы находимся, как уже мои коллеги отметили, в рамках кыргызской юрисдикции, то есть на территории Кыргызстана, законодательством Кыргызстана все это решается, и судебная система также кыргызская, но почему-то идут на поводу документов, представленных с турецкой стороны, из Турции, причем они не проверены. Представители истцов говорят о том, что якобы там эти документы апостилированы, там решение в Турции есть, однако они не смогли этого представить. Они даже элементарные доказательства по бухгалтерии не могут представить о том, что им причинен какой-либо ущерб. А главный момент, я хочу обратить внимание, то, что власти Турции в свое время при гонениях в отношении последователей Фетхуллаха Гюлена объявили несколько юридических лиц в Турции последователями и, соответственно, объявили их вне закона. Провели судебное заседание, их имущество отобрали, в том числе отобрали и имущество компании «Кайнак», которая являлась основным акционером вот этого акционерного общества «Özgün Тафют Ветижарит». Из-за этого они сменили всю верхушку власти, получается, то есть совет директоров, акционеров и так далее, и потом начали собирать имущество за рубежом. И таким образом добрались до Кыргызстана. И теперь претендуют на бизнес-центр ВЭФа, якобы это их имущество, и начинают, инициировали эти процессы в 2017 году. Вот с тех пор мы до сих пор судимся. Первые 2 круга мы выиграли, можем сказать. Мы доказали, что у нас все законно было произведено, но, к сожалению, на сегодняшний день мы имеем на руках заочное решение Первомайского суда о том, чтобы исковые требования удовлетворить и признать сделки недействительными. В этой связи нам пришлось обратиться к общественности. Аталган маселени чагылдырууга биздин медиа Бишкек шаардык сотуна келди, бирок журналисттерди сот отурумуна киргизген жок. Бул иш Кыргызстанда 1 жана 2 соттук инстанцияларда каралып, соттор Түркиянын Özgün иншаат компаниясынын менчик укугу бузулбаганын белгилеп, кыргыз ишкеринин соода борборуна карата менчик укугун тааныган чечимдерди чыгарган. Бирок иш 2018-жылы декабрда жогорку сотко жеткенде ал буга чейинки сот чечимдерин жокко чыгарып, аны кайра кароого жөнөткөн. Азыр бул иш 3-аймпада каралууда. Урматтуу Садыр Нургожоевич, мен сизге кайрылуумдун себеби шаардык сотто ушу 2-жолу процессте катышып атам. Могу сиз прессалардан окуп аткан болуш керексиз. БЕФА центр боюнча. Ушул жерде катышып атып көрүп, өзүм таң калып атам, как бухгалтер, как экономист. Эми мүмкүн карап аткан соттор бул вопросту жакшы түшүнбөйбү же ким билет, көргөн кишиге 100% ошо түрктөр тарапка колдоо көрсөткөнү байкалып турат да. Себеби мына бул 17-жылдан бери сот болуп келатат. Бул 3-круг. 2 кругта БЕФА центрдин өкүлдөрүнө чечим чыккан. Отту деп. Верховный соттон кайра кайталып эле кайра келип атат. Бул жерде бир жогору жактан бир влиятельный адамдарбы, ким билет, билбейм, ушу кайрылып эле тегеренин кайрылып келип атат. Эми дагы бир эң факттын бири Турциядан ушул маселе каралыптыр. Урматтуу Садыр Нургожоевич, ал жактан ушул маселени ушул
акционерный обществого чечим чыгарып атат. Ошого карабай анан уголовный бир иш болгон экен, ошол жерде бир сөз менен доверенности жараксыз деп койгон экен, ал вообще эле гражданский эмес. А гражданскийден болсо ошо БФАнын акционерный обществосуна туура сатылган, доверенности туура, баары туура деп койгон да. Эми биздин соттор кызык, эки туруктуу БФА центрге чечип берет. Ал эми 3-чү курукка келгенде эле таң калыштуу, кайра түрк тарапка чечип берет. Эскерте кетсек, туркиялык Өзгүн иншаат ишканасы менен Ару Жылдыз ишканасынын ортосундагы 2016 жылы түзүлгөн келишимге ылайык ВФА соода борбору Ару Жылдыз ишканасынын карамагына өткөн. Ал эми туркиялык ишкана бул келишимди чокко чыгарып, соода борборун кайтарып берүүнү талап кылууда. Аталган компаниянын адвокаты экинчи тарап соттун чечимин кабыл албай, мыйзамсыз даттануу кылып жатканын айтты. Только по-быстрому, потому что мы устали уже. Вы знаете, как себя ведут представители Ару Жылдыз, которые вы сюда позвали? Они просто-напросто злоупотребляют своими правами, не дают суду рассматривать по существу реально. Вот это продолжается. И здесь это продолжалось на протяжении 3 лет там. Ару Жылдыз жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси Умсун Назарбекова жакында эле бул иштин калыс чечилишин өтүнүп, Түркиянын президенти Реджеп Тайып Эрдоганга дагы кайрылган. Бирок бул жолу дагы Бишкек шаардык соту ишти түрк компаниясынын пайдасына чечти. Сегодняшним решением мы возмущены просто невероятно и шокированы, потому что дело, которое рассматривалось 6 лет, дважды спускалось с Верховного суда в суд первой инстанции, просто решено по щелчку пальцев. Все существенные ходатайства, которые заявляли суду, были отклонены и отклонены необоснованно. Суд не принял во внимание абсолютно никакую доказательную базу, и те доказательства, которые мы собрали в ходе рассмотрения этого дела. Мы возмущены, конечно, поведением судей, мы не раз обращали внимание на поведение стороны оппонентов, но мы намерены дальше судиться, продолжать нашу борьбу в Верховном суде. Может, какие-то вопросы? В итоге суд перенесли или... Да, сегодня было прение, суд огласил апелляционное определение, согласно которому решение суда первой инстанции было оставлено без изменения. То есть в этом случае интересы ОСО Ару Жылдыз были нарушены и, по сути, не были судом защищены. А какое это было решение в последнем суде? В текущем суде суд отказал нам, прошу прощения, суд отказал в нашей апелляционной жалобе и удовлетворил иск истца турецкой компании. Мы неоднократно ходатайствовали перед судом для того, чтобы представители средств массовой информации участвовали в этом судебном заседании. Мы просили, чтобы допустили оператора, допустили репортера, но однако суд также отказал в этом ходатайстве. Мы думаем, что суд, отказывая в данном ходатайстве, боится, наверное, общественной огласки и общественной резонанса, потому что дело на самом-то деле очень серьезное, и я думаю, общественность должна об этом знать. Адвокат Султанбек Нурлубектин айтымында Ару Жылдыз компаниясы сотко ишти кайра карап чыгуусун өтүнөрүн билдирди. 7 жылга созулган иштин аягы кимдин тарабына чечилери азырынча белгисиз.